Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. 9 лет он скрывался от правосудия. Словенская полиция объявила мужчину в международный розыск аж в 2016 году. И только спустя 9 лет его смогла задержать хорватская полиция. Подозреваемый являлся членом преступной группировки, которая занималась насилием и незаконным оборотом запрещенных веществ. Во время полицейского рейда в 2016 году практически всех участников банды задержали, и только ему одному удалось уйти. Ему удавалось скрываться аж целых 9 лет. Оказывается, в Евросоюзе можно скрываться долгие годы. А сколько еще таких преступников не найдено? В Любляне 5-летняя девочка принесла домой из детского сада использованную иглу от шприца. На вопрос родителей, где она нашла эту иглу, девочка не смогла ответить. Родители запереживали, что пока дочка играла в доктора с этой иглой, она могла уколоться. И приняли решение сразу же отвезти ребенка на обследование в больницу. В детском саду допустили, что девочка могла найти эту иглу на детской площадке. Хотя воспитатели ничего подозрительного там не заметили. Воспитатели призывают к строжайшему контролю и регулярным проверкам детских площадок, чтобы защитить детей от подобных опасностей. В Словении растет преступность среди подростков. Все чаще фиксируют уличные драки, вандализм и насилие. Власти усиливают меры. Дела молодых нарушителей будут рассматривать быстрее, а несовершеннолетних ждет более оперативное привлечение к ответственности. В Словении уголовная ответственность наступает с 14 лет. С этого возраста подростков могут привлекать к ответственности за преступления. Для этой цели создается специальный центр для подростков. Для его работы из европейских фондов выделили почти 2 миллиона евро. Власти хотят ускорить рассмотрение уголовных дел, совершенных малолетними преступниками. Несмотря на то, что в Словении наступает уголовная ответственность с 14 лет, как правило, эти дела затягивали, пока несовершеннолетнему не исполнится 18 лет. Знаю реальный пример из жизни, когда агрессивный подросток нападал на других более слабых детей. И дело даже дошло до суда, но его постоянно затягивали и откладывали из-за того, что преступнику еще не было 18 лет. Каждый год в Любляне умирает около 600 человек из-за грязного воздуха. Главная опасность – микрочастицы. Они в десятки раз меньше песчинки, невидимы глазу и попадают в организм с каждым вдохом. Эти частицы проникают в легкие, затем в кровь и повреждают сердце и сосуды. Основные источники загрязнения – выхлопные газы, дровяное и масляное отопление, а также промышленность. С этого лета все новые автомобили в Европе станут безопаснее. 7 июля 2026 года все новые легковые автомобили при экстренном торможении автоматически будут включать аварийку. Цель изменений – сделать дороги безопаснее и снизить количество ДТП. В Словении растет количество споров между арендаторами и арендодателями жилья. Чаще всего споры возникают из-за неуплаты арендной платы и невыполнений условий договора. По закону, прежде чем расторгнуть договор, арендодатель должен официально предупредить своего арендатора и дать ему минимально 15 дней на исправление ситуации. Если нарушения продолжаются, дело передается в суд. Прямое выселение или смена замков в Словении запрещены. Суд, как правило, дает арендатору от 30 до 60 дней, чтобы освободить жилье. Но прежде чем словенский суд вынесет окончательное решение, могут пройти годы. Эксперты отмечают, что такие конфликты становятся все более частыми на фоне растущих арендных платежей. В Словении ситуация еще не такая ужасная, как в Испании с оккупасами, но тоже далеко не радужная. Друзья, а если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении документов и помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. Словения подумывает пойти по американскому пути в иммиграционной политике. Иммигранты уже напряглись. Я сначала подумала построить забор на границе. Оказывается, депутат Жан Махнич предложил создать специальное подразделение для отлова и депортации неугодных мигрантов. Забыл ВНЖ дома и оказался в России. В Словенском порту полиция совместно с финансовой службой задержала роскошный автомобиль Бентли, который прибыл в Словению из Арабских Эмиратов.
Оказалось, данный автомобиль находится в международном розыске и считается угнанным в Дании 25-летней гражданки Словении, которая пыталась ввести данное транспортное средство. Предъявлено обвинение в уголовном преступлении, связанном с сокрытием краденого имущества. Интересно, вернут ли автомобиль владельцу в Данию? И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет от +5 до +8, пасмурно, без осадков. Спасибо, Алиса. Без проблем. Помогать вам мне в удовольствие. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!